мотивирует человека. В этом году проводим 14-й раз спартакиаду по адаптивным видам спорта. Раньше такие спартакиады проходили, но они проходили по отдельным видам спорта, как первенство, как турниры. А сейчас она представлена и проходит в виде комплекса спартакиады по нескольким видам спорта, в которых принимают участие одновременно из 24 муниципальных районов нашей республики. Это одно из крупнейших соревнований на территории Российской Федерации по адаптивным видам спорта. И спортсмены заранее готовились. Более 800 спортсменов сегодня прибыли для участия на этом спортивном мероприятии. С учетом тренеров, судей, организованных участников составляет 1800 человек. Торжественное открытие прошло просто на ура. Настроение у людей, у жителей, у гостей просто безупречное. Сегодня у нас продолжаются спортивные мероприятия в наших объектах, где проходят наши соревнования. И везде царит прекрасная атмосфера дружбы, мира, спорта. Спорт всегда объединяет, спорт всегда консолидирует. И только объединившись, мы можем достигать успехов не только в спорте, но и вообще в работе, в нашей жизни. Поэтому желаю всем жителям нашей республики, любителям спорта здоровья, стремитесь к совершенствованию, к укреплению своего физического здоровья и достигайте успехов в спорте. Церемония поразила своим масштабом, своей красотой, то, что здесь и театральная часть показала всю красоту, все традиции Амгинского района. Я думаю, что все участники, в том числе спортсмены, судьи, организаторы, все должны быть счастливы. Я лично присутствовал на открытии 3 Паралимпийских игр, и здесь по масштабу и по красоте ничем не уступало, а даже во многом превосходило. И во время даже зажжения огня спартакиады были мурашки по коже, честно говоря. Спортсменам я чуть-чуть, честно говоря, завидую, потому что такого масштаба мероприятия в других субъектах проводится редко. Я, когда сам был молодым спортсменом, мечтал бы на их месте побывать на таком масштабном мероприятии. И желаю всем успехов, показать все, на что они тренируются, на что они способны. Самое главное, чтобы обошлось без травм, в честной, бескомпромиссной борьбе, выявлены были сильнейшие. И всем удачи. Самое главное здесь это общение, дружба и завести новых друзей и знакомств. Спартакиада проходит очень хорошо. Погода классная как раз, не очень жарко. Вот. Я соревновалась в гонке на колясках, выиграла, 1-е место заняла. Вот. И сольный теннис завтра буду играть.
организаторам за то, что проводят спартакиаду для нас. Нормально организовали. Это спартакиада у нас бывает раз в 4 года. Мы из Нюрбинского района в полном составе, количестве около 60 человек. Всем желаю удачи. Участвовало 20 команд среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и также 20 команд среди по спорту глухих. Конкуренция была большая, все спортсмены очень хорошо подготовлены, поэтому боролись за победу. И, значит, организация соревнований очень на высоком уровне. Нам предоставили спортивный комплекс «Дружба». Там проводили соревнования по настольному теннису. Ну, хочу выразить благодарность всем участникам спартакиады. Они, значит, показали очень спортивный дух. Нравится уровень, нравится подготовка спортсменов, нравится именно организация по этим видам спорта. Хорошо, что обращает внимание на адаптивный вид спорта. Для нас это очень необходимо. Нравится сам весь масштаб, поддержка и конкуренция на эти соревнования. Спортсмены достаточно подготовлены, все улусы подготовились достаточно хорошо. И все выступают уверенно. Впечатления от спартакиады, конечно, положительные, только очень, как сказать, приятно то, что у нас в республике такие большие соревнования проводятся. Соперники достойные, достаточно такая упорная борьба была в финальных забегах. Вот. Эмоции положительные, только, конечно, у нас в республике не часто такие соревнования проводятся. Я очень рад этому событию, спартакиада по адаптивным видам спорта, 14-я уже спартакиада. Очень рад здесь участвовать. Еще я выиграл 100 метров, вот, отличная новость тоже. Я готовился еще на чемпионате России, вот скоро улетаю. Вот поэтому у меня настрой хороший, боевой. Ну, спортсмены все молодцы. Очень много человек здесь пришло из других улусов, из разных улусов. Ну, я рад этому событию. Всем занимайтесь спортом, участвуйте. Все. Да, побеждайте.
Ну, на самом деле, это спартакиада очень классное мероприятие, то, что развивает спорт, именно адаптивный спорт получается. И это на самом деле очень классно. Вот. Наша команда сейчас идет пока без поражения, 2 игры, 2 победы. Из группы с 1-го места выходим. Ну и сейчас у нас четвертьфинал будет. Четвертьфинал, скорее всего, с нербинцами будет. Ну и это очень сложная игра будет. Надеемся на победу. Надеемся на победу. Голбол представляет из себя паралимпийский вид спорта по спорту слепых. У нас вот принимали участие 26 команд, 13 мужских, 13 женских. И чемпионами стали среди мужчин у нас город Якутск, среди женщин Мегина Кангалас. С тем и поздравляю ребят, показали красивую игру. И хочу отметить вот что, на чемпионатах, если у нас принимало участие всего лишь там 10 команд, то сейчас у нас уже 26. И я надеюсь, то, что голбол станет основным видом спорта в спорте слепых в нашей республике. Проходит соревнования по полевой стрельбе среди сурдоспортсменов. Так, у нас упражнение называется ПП-2. Это означает, что 40 выстрелов за 1 час спортсмены производят. Так, вчера соревновались женщины. Так, у нас 2 явных лидера отсутствовали, потому что они находятся на соревнованиях в Уфе. В итоге первое место заняла среднеколымская спортсменка Слепцова Олеся. Так, второе место Сунтарская и третье Вилюйская. Так, в основном соревнования прошли на высоком уровне, потому что первые 4 спортсмена выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта для судоспортсменов, и 3 выполнили первый разряд. Ну, я желаю спортсменам, у нас слабослышащие спортсмены, чтобы они имели успех, хорошо попадали только в десятку. Хочу отметить очень хорошее, массовое мероприятие на очень высоком уровне, тем более на моей родной земле, Амгинский улус. Выступаю командой Амгинского улуса. Довелась честь зажечь огонь спартакиады по адаптивным видам спорта Джулур. И хочу, пользуясь случаем, пожелать всем спортсменам удачи, терпения и здоровья. И я очень рада, что спартакиада по адаптивным видам спорта Джулур проводится на моей родной земле Амга.
В данной спартакиаде внимание улусов, администрации улуса очень большое. И это очень радует. И это способствует именно поиску наших спортсменов, которые еще не заявили о себе, которые находятся дома и еще не пробовали заняться спортом. Именно для таких целей вот мы проводим данную спартакиаду, чтобы находить новые таланты, и люди имели возможность проявить себя, раскрыть свои способности и принести пользу своему улусу, своей республике и всей стране. Всем привет! Я здесь первый раз выступил в спартакиаде Джиулур, толкание ядро, хорошего уровня спорта. Благодарю тренера Олина Бастили, что пригласил меня в спорту толкание ядро. Занимайтесь спортом. Ура! Я первый раз был на спартакиаде АМК. Мне хорошо, очень доволен. Красивый АМК, спортный стадион, хорошо, нормально, но чуть-чуть нормально, погода, замерзшая. Спасибо большое. Мне первый раз вот это вам все кулаки. Хорошо, вот это мне понравился, отлично. Спасибо большое, АМК. Я рада, что такие соревнования производят. И хочу сказать всем спортсменам удачи, и здоровья, успехов в жизни. И хочу еще сказать, поблагодарить тренера за то, что он мне помог занять это первое место. В том числе мастер спорта Антон Пермяков, мастер спорта Ангелина Попова и судья, главным секретарем работает Кичкин Григорий Петрович, он тоже опытный судья и опытный секретарь. У нас будут играть 7 туров, 30 минут каждому, это получается 1 час, полная партия идет. Сегодня 2 тура прошло уже среди пода, а среди слабослышащих пока идет тур. Ну, сейчас как играют 7 туров, у нас это пока неизвестно, какая команда будет впереди.
14-я проходит очень хорошо, обстановка и организация очень хорошая. И сегодня мы за золото играли с командой города Якутска. И, конечно, выиграли, очень рады. И, игра была очень дружная и очень хорошая. Как хозяева очень довольны, гости тоже очень довольны соревнованиями. Сегодня крайний день, финальный день соревнований. Вечером 6 часов проводим завершение спартакиады. И сегодня вот у нас у амгинцев большая победа. Мы чемпионы по волейболу сидя. Всех своих земляков поздравляю с этим событием. И вечером будут подвести итоги. Надеюсь, мы в призовых местах. Но спартакиада, в общем, все судьи, все организаторы, все очень довольны. Хочу передать слова благодарности нашему главе Арсению Сергеевичу за такой подарок нам, за спортивный подарок от всех жителей Амгинского района. И, конечно же, организационному комитету в лице Сергея Васильевича Мечникова и министру Леониду Николаевичу Спиридонову. Но очень рада, что вот все наши спортсмены, да, уровень проведения таких мероприятий мы подняли планку. Да? И Арсений Сергеевич задал задание, следующая спартакиада будет в Вилюйском районе, поэтому Вилюйские должны нагнать, если получится. Да? Ну, желаю им удачи, чтобы через 4 года все было на высшем уровне. Спасибо всем. Все те спартакиады, которые мы проводим в нашей республике, крупные комплексы спартакиады всегда, ну, практически уже те же рабочие комиссии, те же моменты, те же организационные вопросы, поэтому удалось нам очень, не скажу, что легко, да, но тем не менее, вот было все оперативно все решать те вопросы, которые перед нами стояли перед организационным комитетом. Организация данной 14-й спартакиады по латинным видам спорта организована на высоком организационном уровне. Поэтому всем
большая благодарность за их профессионализм и за слаженную оперативную работу. Всего приняло участие 24 муниципальных образований и 816 спортсменов. Соревнования проводились по 6 видам спорта в течение 5 дней. Определились победители по всем группам. Очень хорошая организация. Мы с судейской коллегией каждый вечер подводили итоги. И ни в одном совещании от представителей команд не было замечаний, вопросов по организации, размещению, питанию, транспорта и так далее, по безопасности. Поэтому мы считаем это одним из лучших спортивных форумов в нашей республике. Ну, сегодня мы завершили очередное спортивное большое мероприятие. Я считаю, что спартакиада по адаптивным видам спорта нашей республики прошел на ура. И я, конечно же, поздравляю всех чемпионов, призеров и благодарю Амгинскую землю за то, что они все хорошо приняли, организовали. И мы, конечно же, рады, что сегодня все прошло хорошо. Всех поздравляю с завершением спартакиады по адаптивным видам спорта и до встречи в 2026 году в городе Вилюйске. Я выражаю от имени всех участников, от организаторов большую благодарность жителям Амгинского улуса, главе улуса Степану Николаевичу. Молодцы, умничаем. Ну и, конечно же, большую благодарность я хочу все-таки еще раз сказать, выразить главе Республики Саха-Якутия Алексею Сергеевичу Николаеву за то, что поддержал нашу инициативу и был проведена эта спартакиада. Ну а всех жителей республики ждем на следующих юбилейной 15-й спартакиаде, которая пройдет в городе Вилюйск. И нашим спортсменам я пожелаю, чтобы еще больше занимались адаптивными видами спорта. Мы вышли на высший, на другой, следующий уровень. Я думаю, что следующая спартакиада, которая будет проходить в Вилюйском улусе, в городе Вилюйске в 2026 году, будут включены по желаниям наших спортсменов и команд, представителей. Мы включим другие виды спорта и по другим нозологиям. Еще хочу сказать, что классификация по тем или иным видам спорта будет у нас оцифрована и полностью заменена, и мы должны перейти от бумажных вариантов на цифровизацию. И классификация у нас будет проходить не так, как сейчас, за полгода, уже будет в день мандатной комиссии, в день аккредитационной комиссии и так далее. То есть мы там выиграем время. И сам масштаб проведения такого мероприятия, которые стали на один уровень со спортивными играми Народной Республики Саха-Якутия, со спартакиадой по национальным видам спорта игры Манчары, как спортивные игры Дети Азии, мы вышли на один уровень. И я очень благодарен правительству, что у нас появилась возможность проводить такие мероприятия на уровне республиканского масштаба.